Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 4 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события, которые появились в украинской информационной повестке дня и не только, которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8073 +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться к нам по Вайберу абсолютно бесплатно, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И, наконец, поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку периодически на экраны выводят наши режиссеры. Можете пройти по этой ссылке, которую видите сейчас, выбрать уровень поддержки, стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Я же рада представить гостя нашей студии. Александр Леонов, политолог. Витаю вас, пан Александре. Ассаляму алейкум. Я предлагаю начать наш эфир со следующего информационного сообщения из временно оккупированного Крыма. Вице-премьер-министр России и куратор оккупированного Крыма Марат Хаснуллин утверждает, что вода, запасы которой ранее обнаружили под Азовским морем, является питьевой. Такое заявление Хаснуллин сделал сегодня. По его словам, объемы обнаруженной воды в данный момент уточняются. Давайте послушаем его цитату. Хорошие есть новости. Вода под Азовским морем найдена. Найдено несколько пластов. Часть воды находится с примесью соли минерализованной. Но последние пробы у нас уже есть. Вода питьевая. Теперь мы ведем доразведку. Какой объем, на каком расстоянии от берега. Сейчас, к сожалению, начались штормы. Там специальная буровая платформа, которую мы специально перегнали для этих работ. Думаю, что эта работа будет завершена в следующем году. Некоторое время назад мы в наших эфирах очень активно обсуждали отсутствие воды на территории оккупированного полуострова в связи с тем, что Украина перекрыла Северокрымский канал после оккупации Крыма. Говорили о том, что есть проблемы с наполняемостью водохранилищ. И вот у оккупантов появилась идея искать пресную воду в недрах Азовского моря. Сейчас услышали заявление Хаснуллина. А насколько этих ресурсов может хватить? Как вы думаете, смогут ли они таким образом компенсировать перекрытие Северокрымского канала? Ну, вряд ли они смогут компенсировать перекрытие Северокрымского канала, поскольку канал в том числе использовался для орошения земель, для сельского хозяйства. Тут же речь идет о питьевой воде, и очевидно, что даже по заявлениям оккупантов не все так просто, нужно проводить дополнительные исследования, опреснять и так далее. И тут хотелось бы напомнить, что согласно международным нормам оккупант несет всю ответственность за гуманитарную ситуацию на Женевская конвенция. Абсолютно, на полуострове. И поэтому очевидно, что они должны обеспечивать питьевой водой все население. Тут другая проблема, что вода нужна не только для населения, а вода нужна в том числе для Черноморского флота, для того, чтобы превратить Крым в непотопляемый авианосец. И именно вот военные части, они требуют огромных количеств пресной воды. То есть можем ли мы сказать, что проблему с водой на территории полуострова оккупанты в принципе создали сами, меняя демографическую ситуацию полуострова и милитаризируя Крым, завозя туда еще больше и больше военной техники и военных? Ну, скажем так, они создали проблему, когда оккупировали полуостров, потому что до этого никаких проблем не было. Канал работал, очевидно, когда были нарушены не только международные нормы, был нарушен и договор про дружбу и сотрудничество между Украиной и Россией и так далее, и так далее. Это когда говорят о том, что, дескать, все произошло в рамках законности. Россия нарушила даже российские законы, поскольку международные договоры, они являются превалирующими над внутренним. И поэтому очевидно, что, мне кажется, стоит оттуда идти. А все остальное, оно уже прилагается, в том числе, да, и попытки изменить демографический состав и
увеличивание, наращивание военного контингента, что, очевидно, требует все новых и новых возможностей для того, чтобы увеличивать использование пресной воды. Я предлагаю подключить к нашему эфиру Юрия Медовара, независимого российского гидроэколога. Он с нами сейчас на прямой связи. Пане Юрию, витаем вас. Здравствуйте. Да, Гульсум, да, добрый вечер. Я не знаю, у вас сейчас вечер, у нас уже вечер точно. Да, у нас тоже вечер, пане Юрию. А вот сегодня мы получили такое сообщение от вице-премьер-министра Марата Хаснуллина, который сказал, что вода, запасы которые ранее обнаружили под Азовским морем, является уже питьевой, и они, в принципе, сейчас уточняют, сколько и какие там, собственно, объемы успели добыть. Вообще, как происходят эти процессы? Расскажите нам, пожалуйста, каким образом добывают воду из-под недр Азовского моря? А я думал, что этот проект уже канул в лету, а он снова вылез на поверхность. Значит, наверное, скорее всего, выделили какую-то сумму денег, которую надо освоить. Запомните, я вам повторю еще раз, под каждым морем есть подземную воду. Обязательно. И под Черным, и под Азовским, и под Каспийским, и под всеми окраинными морями. А эти 3 моря я вам назвал, они внутренние. Есть вода. Но зачем добывать воду с акватории моря, когда эта вода разгружается с суши, с полуострова с одной стороны, территории России с другой стороны? Эту воду можно спокойно перехватить водозабором береговым и качать оттуда. Потом, понимаете, какая вещь? Для того, чтобы считать запасы воды под морем, необходимо серия скважин со всеми геофизическими и специальными гидрогеологическими работами. И только после этого можно сделать модель и посчитать запасы подземных вод. И какого качества этой воды. Вы понимаете, что вот имитационные воды, они есть практически везде, да? И они разделяются на еще иллюзионные. Иллюзионные относятся воды, которые связаны с скоплением глин от моря, да? И происходит отжатие, выдавливание этих вод от этих глин в более проницаемые коллекторы. За счет геостатического давления близлежащих пород. Они отжимаются, эти воды. Может быть, они пресные, но, как правило, вот это ближайшие горизонты, они соленые, солоноватые и рассолы. Ведь этот Хуснуллин, его команда не дала нам информацию, а какую воду они нашли, какова ее реализация, для чего ее можно использовать. А говорить, вот, извините, это не мешки воротить. Да, я понимаю. А вообще, насколько такая вода может быть питьевой? Не опасна ли она? В свое время мы занимались очень интересной темой в Советском Союзе. Ну, в Советском Союзе деятельную науку выделяли, поверьте мне, лично. И мы занимались разгрузкой пресных подземных вод в Черное море. Да, там нашли хороший кабельный телефон, он известен 200 лет. И вода там разгружается. Да, а можно. Кстати, в Греции используют эти воды, которые разгружаются в море. Но это в Греции. Можно, но я не знаю, какая вода под Азовским морем. Понимаете, для того, чтобы сказать точно, можно ли ее использовать, но если очистка, ну, наверное, можно. Но вопрос не в этом, а вопрос в том, что, еще раз хочу повторить всем, я говорю это и в России, и в украинских каналах, проблему с водоснабжением Крыма должны решать дипломаты. Только дипломаты. Потому что без севера Крымского канала остальное это Тричкин каптан. 80% воды Крым по каналу, а 20% это были внутренние резервы. Так они там и остались. А 80% нету. Так вот, дипломаты должны решить эту проблему. Все остальные вот только распиливать бюджетный день. Потому что или может быть второй вариант. Проходит. Максимально потребляют воду кто? Кто? Промышленность и сельское хозяйство.
Примерно 80% воды. На цели водоснабжения уходит примерно 15%. А так как внутренние резервы остались 20%, их хватит для того, чтобы обеспечить водоснабжение всего населения острова. Но тогда не будет ни промышленности, ни сельского хозяйства. То есть, так или иначе, какие бы там объемы не были в недрах Азовского моря, их будет все равно недостаточно, чтобы компенсировать воду, которая поступала в Крым через Северокрымский канал. Правильно я вас поняла? Вы абсолютно правильно поняли, потому что мы никто не знает, что там за вода под дном Азовского моря, какие горизонты они попали и как они их будут оценивать. Я хочу сказать, что гидрогеологов в Советском Союзе не так много. И кто будет считать эти запасы? Мне просто интересно. На самом деле это очень серьезная проблема. Там должна быть великолепнейшая математическая модель, которая может оценить взаимосвязь всех горизонтов. Понимаете? Когда будет меняться пластовое давление, начнутся подтягиваться ниже лежащие соленые воды. А соленые воды, вы знаете, пить могут только верблюды. Они, по-моему, пьют воду до 10 грамм в кубическом дециметре или литре. Но человек же не верблюд, он же не может такую воду пить. Некоторое время назад мы с вами неоднократно встречались в наших эфирах, и тогда как раз обсуждали сложную сложившуюся ситуацию с наполняемостью водохранилищ на территории полуострова, говорили о том, что озера, реки в Крыму высыхают. А какая сейчас вот ситуация в Крыму в этом вопросе? Вот сколько внутренних, насколько еще тех внутренних резервов, о которых вы говорите, может хватить? А это все зависит еще и от серии полноводных и многоводных. Надо просто посмотреть, какие пойдут серии. Если пойдет серия маловодных лет, то очень плохо. Если пойдет серия многоводных лет, да, когда осадки повышают испарение личины, да, и пойдут на питание не только поверхностных водотоков, но и грунтовых вод, от которых очень много зависит, особенно зависит земледелие, потому что если у нас глубоко забегает уровень вод, испарения нет, почва пересыхает, идет трансформация, передание почвы, и они опять в свое, как говорится, детородное состояние переходят, когда не было канала Северокрымского, это будут солончаки. Поэтому здесь нужно смотреть. Я сейчас не готов вам ответить на вопрос, потому что я не знаю, какой прогноз, а прогноз дают ученые по сериям полноводных и многоводных рек. Они могут чередоваться. Может быть, один год маловодный, второй многоводный. А может пойдет серия многоводных 3 года и спасет Крым. Дякую вам дуже, пане Юрію. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам в эфир. Юрий Медовар был с нами на прямой связи, независимый российский гидроэколог. Пане Олександре, на ваш взгляд, насколько вот эта санкция Украины с перекрытием Северокрымского канала стала мощнейшим таким ударом для России, в том числе и в экономическом плане, учитывая, что Крым является для России дотационным регионом? В первую очередь, мне кажется, экономическим. Действительно, потому что России нужно, во-первых, думать о том, как заменить этот поток, потому что даже чисто с инженерной точки зрения, если мы посмотрим на объем воды, который поставлялся по каналу, и каким образом его заменить через бурение, очевидно, что это неподъемная задача. И сейчас фактически, давайте говорить прямо, что украинская стратегия еще с 2014 года была сделать для России оккупацию Крыма максимально некомфортной, максимально дорогой. И тут речь идет и про экономическое давление, потому что действительно промышленность, особенно титановая, она неимоверно зависит от воды. И очевидно, что это не позволяет, опять же, оккупационным властям получать прибыль. Второй момент – это и судебные иски против оккупационных властей по поводу, например, выигранный украинским Ощадбанком на $1,5 миллиарда и так далее, и так далее. То есть фактически та
собственность украинская, которая была фактически украдена, отжата во время оккупации, сейчас требует компенсации хотя бы в денежном эквиваленте. И это, кстати, не означает, что потом, когда Крым вернется в Украину, я думаю, знаете, это рано или поздно произойдет, все это придется вернуть. Поэтому очевидно, что у Украины нет другой стратегии, если она намерена вернуть Крым свою обратно к себе, как сделать, знаете, чемоданом без ручки для России, когда будет невозможно его уже удерживать. Весной этого года, когда мы довольно активно наблюдали стягивание российских войск к границам Украины и более активную милитаризацию полуострова, разведка Украины сообщала, что одним из целей Российской Федерации может быть прорыв к Северокрымскому каналу, то есть прорыв этого коридора для обеспечения доступа к Северокрымскому каналу, собственно, обеспечения Крыма водой. Вот такой сценарий рассматривался разведкой весной. Как вы думаете, вот учитывая, что сейчас есть также напряженность, концентрация, передислокация российских войск у границ Украины, вот эти идеи у России есть к прорыву к Северокрымскому каналу? Я думаю, они все время существуют, тем более они существовали с 2014 года. Там вообще речь идет о фактически создании сухопутного коридора для Крыма через украинскую территорию, через фактически по Приазовске. Чуть ли не Херсонская область, да. И Херсонская область, и дальше Запорожская область, и очевидно, что рассматривают возможность захвата и Одесской области для того, чтобы получить прямой выход на Приднестровье. То есть очевидно, что эти планы есть, они имеют разный масштаб, что называется, как получится, как пойдет. И поэтому Украине действительно нужно быть готовой к любому развитию событий. И очевидно, что главное возможность для Украины сохранить статус-кво, сохранить мир, это в том числе развивать свои вооруженные силы, сделать цену для агрессии, для России невероятно высокой. Ну, раз уж мы затронули тему стягивания войск, я предлагаю на этом остановиться подробнее и обсудить, попытаться проанализировать то, что происходит вокруг Украины и внутри Украины. Российские оккупационные силы на Донбассе с 15 ноября начали военные сборы. Уже с призванными сейчас проводятся тренировки для повышения боевой готовности. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны. В сообщении говорится следующее, цитирую: «С 15 ноября на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупанты начали проведение очередного сбора военно-обязанных запасов. С призванными на сбор организовано проведение занятий по боевой подготовке и тренировке по боевой готовности». Как проинформировали в разведке, проведение собрания российское оккупационное войско контролируется комиссией штаба 8-й общевойсковой армии Южного военного округа Вооруженных сил России. Франция и Германия, в свою очередь, предупредили Россию от попыток нарушить территориальную целостность Украины. В совместном заявлении глав МИД этих стран Жан-Йves Le Drian и Хайко Мааса по итогам встречи с главой Министерства Украины Дмитрием Кулебой говорится следующее. Внаслідок нового занепокоєння рухом російських сил і засобів поблизу України ми закликаємо Росію виявляти стриманість і прозорість щодо її військової активності. Кожна спроба порушити територіальну цілісність України матиме тяжкі наслідки. Заявляємо нашу готовність до швидкої зустрічі та конструктивного обміну думками по суті. Ми повторюємо наш заклик до Росії зробити те саме для того, щоб досягти тривалого миру на Донбасі. Соединенные Штаты Америки также будут продолжать координироваться с европейскими союзниками и партнерами, чтобы реагировать на действия России по отношению к Украине. Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс. Дії Росії викликають велике занепокоєння у США. Вони дуже турбують наших союзників і партнерів. Кілька наших європейських союзників уже провели власні дискусії високого рівня з РФ, озвучивши дуже схожі меседжі. Тож ми продовжимо тісно координувати взаємодію з нашими партнерами та союзниками по всій Європі і не тільки з огляду на ці дії. Але сподівання – це не стратегія. І ми будемо дуже уважно стежити за тим, до яких дій вдаватиметься Російська Федерація найближчими днями і тижнями.
Ну, вот начальник штаба обороны Великобритании генерал-сэр Николас Картер заявил, что военные должны быть готовы к войне с Россией после недавней напряженности в Восточной Европе. Он сказал, что Россия сейчас является большей угрозой для Восточной Европы, чем тогда, когда он вступил в должность 8 лет назад. Он сказал, что явно надеется, что войны с Россией не будет, и он не верит, что страна хочет физической войны, но НАТО все равно же должно быть готово. Росія, ймовірно, розглядає глобальний стратегічний контекст як безперервну боротьбу, у який, я думаю, вони будуть застосовувати усі інструменти національної влади для досягнення своїх цілей. Але при цьому росіяни не хочуть розв'язувати гарячу війну. Питання, звичайно, полягає у тому, як ви визначаєте війну. Я, як солдат, прагну визначити війну як фактичний акт бою. Я не думаю, що вони цього хочуть. Я думаю, що вони хочуть спробувати досягти своєї мети більш тонкими способами. Я думаю, що ми повинні бути насторожі та переконатися, що стримування переважає, і ми повинні переконатися, що у НАТО є єдність, і ми не допускаємо жодних пробілів у нашій колективній позиції. Пане Олександре, все чаще и чаще мы получаем новости от наших западных партнеров, от средств массовой информации из Запада, что Россия концентрирует войска у границ Украины, занимается передислокацией своих войск. И при всем при этом нас предупреждают и наши партнеры из Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза и так далее. Но Министерство обороны, разведка как-то пассивно реагирует на все эти сообщения. Как вы думаете, почему и кому вы больше верите? Ну, очевидно, что я больше верю нашим западным союзникам. Во-первых, они не часто поднимают тревогу. Давайте вспомним, что обычно все происходило с точностью да наоборот. Ну, приблизительно до 2019 года, когда украинская разведка сообщала про готовность России атаковать, про накопление сил, а потом западные союзники, они подтверждали. Реагировали, да. Они реагировали. Сейчас происходит с точностью наоборот. Более того, меня, например, достаточно расстроила реакция офиса президента, который фактически обвинил американскую сторону, которая заботится о нашей безопасности, в информационных провокациях и так далее. И только разжигание паники. Разжигание паники, да, и только фактически вот в своем заявлении, видеообращении Владимир Зеленский фактически подтвердил, что проблема существует. И 100 тысяч военных, он сказал, в границе. Да. И, собственно говоря, тут вопрос про активность украинской стороны. Вы абсолютно правильно поставили вопрос, потому что если западные союзники действительно бьют в набат, даже Франция и Германия, которые всегда дули на воду, если они говорят про накопление войск, которые носят секретный характер, потому что год назад фактически было демонстративное бряцание оружием, накопление войск, и тогда, вспомните, все-таки западные союзники, они не были настолько обеспокоены. Сейчас они прямо говорят о том, что есть высокий риск вторжения. То есть вы думаете, что сейчас ситуация хуже и даже более напряженнее, чем была весной этого года? Безусловно, потому что и сам контекст говорит о том, что Россия рассматривает какой-то глобальный план. В том числе мы видим, что происходит на границе Беларуси и Польши. Фактически идет такое гибридное вторжение. Знаете, вот Путин, у него тактика достаточно примитивная, но он ее использует из раза в раз. Когда он давит на Запад, он давит на своих оппонентов, на союзников и смотрит, до какой точки он может давить. Где ему дадут отпор, там он может остановиться. И сейчас мы видим, что идет давление и по границам, и очевидно, это не просто вот такой этап гибридной войны, это проверка НАТО на прочность, на прочность западного мира, насколько они смогут противостоять вот таким непонятным гибридным вариантам, потому что вторжение, оно понятно, про что говорил английский генерал. А когда это идет история, когда используется гражданское население, когда используются беженцы, что делать, каким образом реагировать. И используя вот это
как-то разгубленность, да, растерянность. Путин будет стараться продавить свои интересы по всем направлениям. Ну вот интересно, кстати, какие именно интересы? И давайте попробуем проанализировать, а нужно ли сейчас Путину полномасштабное вторжение в Украину? Разве Путин это больше не спецоперация? Там каким-то образом дестабилизировать, провести спецоперацию, кого-то отравить, оппонента убрать и так далее, но вести такую гибридную войну, информационные атаки, но вот прямого вторжения, это по нему? Это в том, ну, к сожалению, мы в 2014 году убедились, что это про него. И агрессия в Крыму, незаконная аннексия и оккупация части Донбасса. И очевидно, что если бы Украина не смогла дать отпор, он бы пошел дальше. Собственно говоря, все планы говорили о том, что как минимум была идея оторвать восток и юг Украины. Да, но тогда и Украина была немного другая. Там и конъюнктура, в принципе, была другая. Там и обороны, в принципе, обороноспособности Украины на то время как таковой и не было. Но сейчас ведь ситуация изменилась. Я, собственно говоря, отвечаю на вопрос, может ли Путин пойти на вторжение. Может. И очевидно, что тут он будет смотреть на ситуацию в Украине. Собственно говоря, накопление кризисных явлений, в том числе, например, энергетический кризис и так далее, очевидно, что он будет действовать по тому, как будет развиваться ситуация, и в том числе со стороны Запада. Будет ли Запад внимательно следить за ситуацией и в Украине? Будет ли он действительно ставить вот эти красные линии перед Путиным? Потому что очевидно, что это для него самое важное. Ну и очевидно, насколько, в каком состоянии будет Украина и будет ли она готова и способна дать жесткий отпор. То есть я повторяю, что главное, на что будет смотреть Путин, это цена агрессии. Да. Если она будет слишком высокой, очевидно, что мы видим... Он предпочитает такой себе блицкриг, когда это небольшое усилие, достаточно интенсивное, как было в Грузии, когда было вторжение. То есть война, которая длится неделя от силы месяца, а потом уже победа. Или, скажем, как говорят в России, принуждение противника к миру, то есть фактически принуждение к капитуляции. Возможно, это может быть военное давление, в том числе на Донбассе, с целью принудить Украину... А какая цель в итоге? Вот чего пытается этим шантажом и этим бряцканием, если можно так назвать, оружием Путин сейчас? Чего пытается выторговать от Украины в первую очередь и от Запада? Принудить Украину к политическим уступкам. Например, мы вот говорили, например, одно из условий может быть подать воду в Крым. Второе условие – это, например, провести выборы на Донбассе не по украинским законам, а по вот этим гибридным, то есть фактически под контролем боевиков и России, без вывода российских войск, то есть фактически создать такой анклав, который будет, собственно говоря, и в самом начале это было планом Путина. То есть принудить к имплементации Минских соглашений тут даже вот в той формулировке, которую они... так сказать, в своем видении. Тут даже не в имплементации Минских соглашений, потому что, а вот именно видение, каким образом все это дело используют. То есть когда вот эти ОРДЛО будут иметь право вето на внешнеполитические выборы и так далее, то есть фактически превратить Украину в такую себе Боснию. Когда она будет связана по рукам и ногам для того, чтобы и реформировать страну, и двигаться на Запад. А как вы думаете, вот мы сейчас на фоне наращивания этих войск, концентрации и так далее, слышим довольно обеспокоенную реакцию от наших западных партнеров. Но в случае, если Россия действительно начнет полномасштабное вторжение в Украину, мы продолжим слышать только слова обеспокоенности, либо можем рассчитывать на какую-то более конкретную поддержку? И от кого такая поддержка? Мне бы хотелось бы, чтобы это не ограничивалось только, скажем так, заявлениями про обеспокоенность. Но мне кажется, что сейчас мы можем четко рассчитывать на помощь, например, Соединенных Штатов. И там есть достаточно много сил, в том числе это двухпартийная поддержка, где говорят в том числе о том, что Украина должна получить летальное оружие более широкого спектра. То есть очевидно, что если все-таки
агрессия России будет развиваться дальше, мы можем рассчитывать на помощь Соединенных Штатов оружием, мы можем рассчитывать на помощь Соединенных Штатов ресурсами. Есть еще один союзник, который фактически прямо заявил про готовность отправить войска в Украину. Британия. Это Британия, 600 военных. Насколько это существенно? Вы знаете, военных? тут вопрос не в том, насколько это существенно, а в самом присутствии. Это символизм. Это символизм. Как с дестройером было в Фактически, Черном море. вот представьте, здесь присутствуют британские войска, и Россия будет достаточно ограничена в применении определенных средств, потому что если погибнут на территории Украины от российского оружия британские военные. Это такой выстрел в Сараево 1914 года. Тут уже будет совсем другой разговор и совсем другие позиции к требованиям к России. Поэтому, мне кажется, это очень важный момент, что, наверное, знаете, впервые настолько демонстративно наш западный союзник говорит о том, что он готов отправить своих военных как раз в контексте нагнетания военной ситуации. Фактически увеличения военной агрессии. Да? И это говорит и о серьезности ситуации, и о том, что решительность на поддержку Украины все-таки выше сегодня, чем в 2014 году. А как же Турецкая республика? Турецкая республика, собственно говоря, понятно, что они не будут отправлять войска, они не будут делать такие заявления, но, тем не менее, за все это время Турецкая республика показала себя союзником Украины в первую очередь. В военно-техническом плане. Не только. Я думаю, что и позиция по Крыму достаточно жесткая, достаточно принципиальная, хотя российский президент неоднократно пытался склонить Эрдогана к другой позиции, в том числе экономическими стимулами. Она, собственно говоря, в чем важность именно Турецкой республики? Потому что именно Турецкая республика определяет возможность эмбарго для Крыма, возможность контроля за, в том числе, посещениями кораблями и так далее, обеспечение Крыма торговлей, и соблюдение санкций и так далее. Поэтому, конечно, позиция Турецкой республики очень важна. Ну и действительно, вы сказали про военно-техническое сотрудничество, про Байрактары, и это очень важно. И, собственно говоря, это как раз усиливает наши союзнические Да, вот, кстати, позиции. наличие у Украины Байрактаров и использование беспилотных аппаратов на востоке Украины, что, в принципе, мы видели 26 октября совсем недавно, может изменить действительно баланс сил? Оно уже меняет, потому что, как бы там ни было, знаете, хотя истерика России была достаточно эпичной, но, тем не менее, давайте вспомним, что Байрактар уничтожил гаубицу, которая вела обстрел украинских позиций. И фактически это меняет баланс сил в небе, потому что с определенного момента, давайте вспомним, украинская авиация не применялась, потому что Россия туда поставила огромное количество ПВО, Да. которые сделали невозможным применение авиации. Беспилотная авиация, как мы видим, она может быть эффективной в этих условиях, и российские системы ПВО и российские системы радиоэлектронной борьбы не справляются с Байрактарами, иначе была бы совсем другая ситуация. И поэтому это может принципиально изменить баланс сил. Ну, собственно говоря, о том, как беспилотники меняют баланс сил на современном поле боя, мы видели во время войны в Карабахе буквально год назад. Да. Ну вот в качестве сдерживающего фактора страны-агрессора что сейчас может послужить? Потому что до этого говорили о возможном размещении баз НАТО на территории Украины, о возможном размещении американских солдат и американских ПВО на территории Украины. Вот можем ли мы сейчас поднимать этот вопрос, и насколько имплементация этих вышеперечисленных идей, она реальна? К сожалению, сейчас говорить о размещении войск, скажем так, вообще войска НАТО такое достаточно, эти базы НАТО это достаточно эфемерное понятие, потому что обычно размещаются войска конкретной страны, да, которые являются членом НАТО. И тут, мне кажется, достаточно идти по пути, по которому шла Украина, потому что, давайте будем честными, войска НАТО размещены в Украине приблизительно с 2015 года. Это военные инструкторы канадские, американские, английские, которые
помогают реформироваться украинским военным, фактически переходить на стандарты НАТО, обучают, и это действительно достаточно эффективно. Поэтому, мне кажется, было бы достаточно неплохо украинской стороне, например, поддержать инициативу Британии. И я не понимаю, прошло уже достаточное количество дней, чтобы Украина поприветствовала это заявление и все-таки пригласила военных к себе. Потому что одно дело, когда страна изъявляет готовность разместить, а другое дело, когда Украина в ответ приглашает этих 600... Мы опять возвращаемся к пассивности реакции. Да, пассивности реакции. И поэтому тут вопрос в том, что, я повторюсь, уже такая банальная фраза, что только сила украинских вооруженных сил и цена запредельная для России для вторжения, она может быть ограничивающим фактором. Ну и очевидно, тут невероятно важным становится развитие ракетной части украинских вооруженных сил, «Нептуны» и так далее, те, которые были разработаны, и в принципе они уже должны были бы стать массово на вооружение, но пока что этого, к сожалению, не произошло. Наполнение наших частей стугнами, фактически системы противотанковой борьбы украинского же производства, потому что джавелины — это здорово, но все-таки их не хватает. Наши вооруженные силы должны иметь достаточное количество вот таких средств, чтобы сделать невозможным танковый прорыв России. Пане Олександре, я предлагаю підключити к нашому ефіру пана Мирослава Гая, волонтера, керівника благодійної організації «Фонд Мереко». Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Мирославе, вітаємо вас. Сілям алейкум. Алейкум салям, добрый вечер. Пане Мирославе, наши западные партнеры, американские политики, американские СМИ предупреждают Украину о возможном полномасштабном военном вторжении России. Но при всем при этом какая-то реакция Министерства обороны и разведки на это все довольно пассивная. Ну, вот такой возникает когнитивный диссонанс, какой-то такой дисконнект. Как вы думаете, почему и кому больше верится? Ну, дивіться, про те, що Росія набуватиме своїх оперативних спроможностей біля наших кордонів, нашій розвідці Генеральному штабу було зрозуміло ще в 2018 році. От, це обговорювалося і на нарадах Генерального штабу, і в зв'язку з тим було запропоновано внести як невідкладний від президента України закон про резервістів Збройних сил України і про центри територіальної комплектації. От, і було звернення, цей закон підписаний. Більше того, тобто вся ця інформація про російські війська у нас на кордонах і про їхнє збільшення була відома. Інша річ, що зараз це питання дуже гостро було піднято з цією світовою спільнотою. І, на мою думку, наше політичне керівництво мало бути зацікавленим цю тезу підтримати. Тому що за будь-яких умов це питання національної безпеки України, це питання тому, що ми нарешті отримали цю світову солідарність щодо українського питання, це питання нашого суверенітету. Якщо прем'єр Великобританії заявляє, що потрібно обирати Європі між російським газом і підтримкою України, він схиляється на підтримку України. Якщо коня Британії говорить про те, що в Україні Британія готова оперативно розмістити підрозділи британського спецназу на нашу підтримку, якщо передові газети світу кажуть про те, що Росія готується до розширення агресії України, то я не розумію, а чим це не відповідає баченню нашого політичного керівництва. Мені здається, ми про це говоримо з 2014 року. Можливо, хтось щось не побачив біля наших кордонів, але я думаю, що в такій ситуації потрібно було б на місці Офісу президента терміново скликати нараду РНБО, перепровіряти цю інформацію, налагоджувати зв'язки з нашими іноземними партнерами. І ми бачимо, що не пройшло і тижня після оцих різних заяв з боку керівництва України і країн НАТО, як вже позиція і Офісу президента, і нашої зовнішньої розвідки помінялася.
Тобто раптом всі почали казати, що так, дійсно, ми бачили заяву речниці Міністерства оборони, що дійсно вважається, що Росія збільшує свою інфраструктуру, посилює свої підрозділи біля наших кордонів, не тільки біля наших кордонів, що нарощує свої спроможності для розширення можливої агресії. От і все. Розумієте, я здивований млявістю нашого керівництва. Це те, про що говорилося з 18-го року саме українським керівництвом і нашим генеральним штабом, зараз просто говорить весь світ. Напевно, наші керівники здивувалися такій солідарності. Може, хтось не розраховував, що Україна, може, хтось думав, що Україна вже втратила світову підтримку. Можливо, хтось навіть сподівався, що Україна втратить світову підтримку. Тому що останні 2 роки ми не бачили якихось потужних дипломатичних кроків щодо консолідації позицій довкола України світової спільноти. На відміну від Петра Порошенка, який навіть коли склав повноваження президента, він продовжив їздити по світу, зустрічався з різними представниками, з різними світовими лідерами і продовжував піднімати питання розширення агресії Росії проти України, тим загрозам, які перед нами стоять, енергетичним загрозам, спілкувався про Північний потік-2. Я думаю, що це слушна поведінка, і таку поведінку мав би наслідувати і 6-й президент України пан Зеленский. Да, понятно. Пане Мирославе, такой вопрос. С одной стороны, мы видим концентрацию и передислокацию войск РФ у границ Украины. С другой стороны, Россия, мы видим, создает искусственно энергетический кризис на территории европейского континента и на территории Украины в том числе. С третьей стороны, искусственно созданный миграционный кризис якобы Александром Лукашенко, но все прекрасно понимают, что за этим стоит Кремль, и полностью Беларусь, как говорят многие политические аналитики, уже поглощена, и де-факто аншлюс уже произошел. С другой стороны, еще есть Приднестровье, где находятся так называемые российские миротворцы, и складывается впечатление, что Украину фактически Россия взяла в кольцо. Вот эти все процессы, вот эти все кризисы, это коррелирующиеся между собой факторы, это все звенья одной цепи сейчас? Послухайте, Російська Федерація, її Генеральний штаб, їхнє військово-політичне керівництво має чіткі стратегічні плани щодо нищення української державності і незалежності. Для цього ними розроблені різні плани. Від повномасштабної військової агресії до гібридної агресії, до і намагання імплементувати якимось чином в українське законодавство цей особливий статус ОРДЛО і так далі. Тобто ми бачимо, що Росія діє різними методами. А про це неодноразово і мною говорилося в ваших ефірах, що окрім мілітарної агресії, яка поки що складає десь 20% від інших дій, є ще інформаційні операції, які проводяться на нашій території. Наприклад, останнє, що ми бачимо, це операція з приводу дискредитації ідеї вакцинації проти ковіду. Да. Ми бачили вже, що РНБО мало доповідь велику, де оголосили, що російські інформаційні війська беруть там активну участь. Є енергетична агресія, є економічні засоби впливу, є гуманітарні засоби впливу. Це від участі українських намагання Росії залучити українських спортсменів до спільних змагань з Російською Федерацією або проведення якихось спільних культурних наукових заходів, привезення до України цих артистів Російської Федерації, які по факту просто мають показати всьому світові, що між Україною і Росією немає ніякої війни, а насправді є тільки громадянська війна, про яку Росія кричить на своїх інформаційних помийках. Тобто ця державна машина Російської Федерації, вона працює зараз в першу чергу на те, щоб досягнути стратегічних цілей, а саме нищення української державності і приєднання України до спільної союзної держави, документи про яку підписала зараз черговий раз Білорусь. От вони з 98-го року
підписували. В цьому році вони ще 28 документів, спільних дорожніх карт по об'єднанню підписали. Пане Мирослав, есть ли, на ваш взгляд, шансы у России осуществить эту стратегическую свою цель в случае вторжения? Кто станет на сторону Украины? Ну, ми зараз вже бачили, що Сполучені Штати Америки допомагають нам не тільки словом, а й ділом. Ми бачили, що нам надсилаються озброєння, надсилаються боєприпаси. Ми бачили заяви західного естеблішмента, це і прем'єр-міністр Джонсон, який закликав Європу підтримати Україну, відмовившись від російського газу. Це і поляки. Але найголовніше, хто захистить Україну, це український народ, українське громадянське суспільство і українські Збройні Сили України. А для цього президент України і все наше командування, Міністерство оборони мають здійснювати важливі, дуже прості, конкретні кроки, а саме виконання державного оборонного замовлення, продовження ракетної програми, яка ще була започаткована паном Турчиновим, під яким би виглядом вони її не продовжували. Треба розуміти, що у нас є ті озброєння, які для України несуть стратегічне значення. Це і питання, які вже у вас в ефірі згадувалися, комплексів «Нептун», противокорабельні комплекси, це і питання комплексу «Вільха», це і питання САУ-Богдана, це і питання противотанкових засобів «Стугна». Вони закуповувалися державою раніше, але пускових установок і самих ракет в цьому році не закуповувалися додатково взагалі. Це і питання житлової програми для Збройних сил, збільшення соціального пакету. Вибачте, коли вам не платять заробітну плату, то складно 8 років воювати виключно на ентузіазмі. Я зараз скажу про ті заборгованості, які були у Міністерства оборони, їх ледь-ледь погасили наприкінці вересня. Тобто є цілий ряд питань. Я вже хочу нагадати заяву колишнього міністра оборони Тарана про те, що Міністерство оборони не збирається підвищувати заробітну плату військовослужбовцям на 2022 рік. Розумієте, всі ці речі, вони аж ніяк не підвищують обороноздатність країни. Тобто, про що йде мова? Що Україна має здійснювати програму оборони на національному рівні, і тоді наші світові партнери, які побачать, що Україна готова битися, захищатися і робить все для цього, бореться з корупцією в лавах, в силовому блоці, проводить відповідні реформи. І це означає, що тоді ми отримуємо і підтримку світової спільноти. Бо якщо Україна буде себе поводити як частина руського міру, і ми будемо робити реформи по програмі «Нашим і вашим», тобто зберігати радянську систему управління, зберігати радянські підходи, корупцію, як у Російській Федерації, а при цьому просто декларувати про те, що ми хочемо йти на Захід, то, звичайно, в якийсь момент ця підтримка, вона себе вичерпає. І навпаки, якщо ми проведемо реформи, то ми бачимо, що світова спільнота готова підтримати демократичну Україну і допомогти нам здійснити захист нашого суверенітету і державних кордонів. Дякую вам дуже, пане Мирославе. Чохсагол нас, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Мирослав Гай був з нами на прямому зв'язку, волонтер, керівник благодійної організації «Фонд Мир ЭКО». Пане Олександре, мы вскользь уже несколько раз упоминали искусственно созданный миграционный кризис на польско-белорусской границе. Я предлагаю подробнее остановиться на этом вопросе и обсудить, учитывая, что Министерство обороны Польши сообщило, что мигранты в очередной раз пытаются разрушить забор, прорвать коридор в районе пограничного перехода Кузница. Вот что говорится в сообщении Министерства обороны Польши на их странице Twitter. Кузниця. Мігранти напали на наших солдатів і офіцерів камінням і намагаються зруйнувати паркани, потрапити до Польщі. Наші служби застосували сльозогінний газ, щоб придушити агресію мігрантів. Президент Французской республики Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом
России Путиным и призвал его использовать свое влияние на Беларусь, чтобы положить конец миграционному кризису на границе с Польшей. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца по итогам телефонного разговора. Вот канцлер Германии Ангела Меркель позвонила самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Меркель. Телефонный разговор состоялся 15 ноября. Там говорится следующее, цитирую: «Канцлер и Лукашенко поговорили о сложной ситуации на границе между Беларусью и Европейским Союзом, особенно о необходимости предоставления гуманитарной помощи для находящихся там беженцев и мигрантов». Они договорились продолжать поддерживать контакт по этим вопросам. Пане Олександре, как вы оцениваете заявление Эммануэля Макрона? Как вы оцениваете то, что Меркель позвонила Александру Лукашенко? Не легитимизирует ли она этим звонком его президентство, его власти, которого, в принципе, цивилизованный мир не признает? Абсолютно согласен. Таким образом, госпожа Меркель, она фактически, позвонив Лукашенко, она частично сняла ответственность с Кремля, хотя в Европе все понимают, кто стоит за этим миграционным кризисом. Так она до этого дважды звонила Путину, он ее и отправил, Лукашенко, в принципе. Ну, так дело в том, что если она звонит Путину, он отправляет к Лукашенко, то, наверное, стоит применять уже другие методы воздействия. По-моему, премьер Эстонии заявил, что надо вводить дополнительные санкции против Беларуси, и когда-нибудь у них закончатся деньги. Так вот, наверное, пора вводить дополнительные санкции против России. И тогда этот кризис гораздо быстрее закончится, чем если вводить санкции против Лукашенко и Беларуси. Ну, я просто пытаюсь понять, вот тот же президент Французской республики Эммануэль Макрон звонит Путину и просит его использовать свое влияние на Беларусь, чтобы Лукашенко остановил этот миграционный кризис. Неужели Германия и Франция всерьез, а именно руководство Германии и Франции, всерьез не понимают, что за этим искусственно созданным миграционным кризисом стоит Кремль, который использует этот процесс руками Александра Лукашенко? Ну, неужели этого понимания нет? Я думаю, они это понимают, но они вот принимают вот эти правила игры, которые частично им навязывает Владимир Путин, и пытаются таким образом его уговорить. Фактически, знаете, это называется умиротворение агрессора, когда пытаются его уговорить, смягчить позицию, смягчить этот миграционный кризис, хотя на самом деле ситуация более чем серьезная. Речь идет о границах НАТО и о границах Европейского Союза, за которые в данном случае отвечает как раз Польша, и нигде нет никаких гарантий, что эта история не может повториться в других частях Европейского Союза. И очевидно, что лучше и это... в том числе на границе с Украиной, да. Римнинская, Житомирская, Черниговская область. У нас 1000 километров границы с Беларусью. И таким образом очевидно, что лучше этот вопрос решить раз и навсегда, чем попытаться уговорить, умиротворить Путина, и потом эта история будет использоваться еще раз, второй, третий, четвертый. Я повторюсь, что Путин, это его тактика, достаточно примитивная, но работающая. Он давит на союзников, партнеров, врагов до того момента, пока не получает до серьезного отпора. Тогда только он может отойти. Фактически Россия понимает только язык силы. А какой серьезный отпор может дать Европа? Европа, как минимум, ввести санкции. Достаточно поставить жесткие условия и непосредственно Кремлю. Сказать, что они должны сделать то, иначе последуют определенные санкции. Например, это не связывают прямо с миграционным кризисом, но тем не менее Германия прекратила на данный момент приостановила сертификацию Северного потока-2. Я думаю, что все-таки... Вы думаете, это не технический вопрос, а политический? Я думаю, это политический вопрос, и это таким образом все-таки дают России понять, что она должна придерживаться каких-то рамок. Вопрос в том, готова ли Россия и услышит ли она это предупреждение, или ей нужны более сильные раздражители. Потому что в Соединенных Штатах есть такое понятие, как, знаете, уродующие санкции. Когда вводятся, они вводились против Ирана, когда это
жестко и сразу бьет по экономике. И это отрезвляюще действует всегда. Борис Джонсон сегодня сделал очень интересное заявление. Премьер-министр Великобритании, он предупредил европейские страны, что скоро придется выбирать между покупкой все большего количества энергоносителей из России или поддержки Украины, мира и безопасности. Что выберет Европа? Очень бы хотелось, чтобы Европа действительно выбрала Украину. Фактически речь идет не столько про Украину, сколько про принципы, на которых создавался Европейский Союз. Мы видим, что далеко не всегда все просто, и вот с Северным потоком. И тем не менее, тот факт, что эти слова говорит премьер-министр Великобритании, говорит о том, что все-таки есть шансы, что западный мир, он фактически выберет правильную позицию, потому что, давайте вспомним 2014 год, тоже было сложно, тогда вообще фактически огромное количество европейских политиков были на подкормки у Кремля. И тем не менее, тогда Европа все-таки выбрала Украину, вводя санкции. Пусть мы хотели бы, чтобы эти санкции были более серьезными, но тем не менее Кремль несет и платит свою цену сотни миллиардов долларов, как заявляет сам Кремль в результате этих санкций. И поэтому очевидно, что я все-таки надеюсь, что Европа выберет демократию, выберет принципы, выберет Украину. З нами зараз на прямій зв'язі Максим Хілько, директор програми «Російські та білоруські студії Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Максиме, вітаємо вас. Салям алейкум. Доброго дня. Пане Максиме, на ваш взгляд, чего добивается Александр Лукашенко, создавая этот миграционный кризис, ну или чего пытается добиваться Путин руками Александра Лукашенко? Вот какая, на ваш взгляд, программа минимум и программа максимум? Я думаю, якщо йти по цілям Москви, то вони входять в русло такої загального тиску Росії на Захід. Тут потрібно одночасно це розглядати в комплексі із енергетичною кризою, які Росія як мінімум сприяє, не даючи додаткових поставок газу в Європу, і посилення російської військової присутності на кордонах з Україною як такий елемент тиску, і посилення російської військової присутності в Білорусі, і навіть в принципі ці загострення там в Боснії і Герцеговині, яка зараз відбувається. Тут такі ціла низка точок больових, які б'є Росія зараз по Європі, намагаючись ускладнити там ситуацію. Цілі тут як локальні цілі, наприклад, нарощування силової присутності Росії в Білорусі, його все ж таки якось публічно виправдати потрібно і Москві, і Мінську, і оскільки жодних таких реальних причин для цього немає, то от зараз ця штучна криза на кордоні з таким можливим силовим протистоянням, якимось локальним, вже використовується в принципі і Мінськом, і Москвою як обґрунтуванням до того, що потрібно Росію залучати для захисту нібито спільного периметра союзної держави. Тобто, я думаю, це буде використано для розширення російської присутності військової в Білорусі однозначно. Що стосується Заходу, то тут і примус Заходу звернутися до Москви як за посередництвами допомоги. Ми вже бачимо, що і Берлін, і Париж вже готові, в принципі, звертатись фактично за так званим посередництвом Москвою. Тобто запрошувати Росію, як заявляли вже французькі чиновники, бути частиною вирішення проблеми, так закриваючи очі на те, хто цю проблему доклався до її створення. Тут також Москва хоче визнання свого впливу на пострадянський простір, зокрема на Білорусь, оскільки от Меркель дзвонить Москві і просить, Макрон дзвонить в Москву Путіну і просять допомогти вирішити проблему на території Білорусі. Тобто фактично таким чином вони визнають російською контроль стратегічний за цією територією. Тут і внесення розколу в Євросоюз і в НАТО, тому що ми бачимо, що є по-різному оцінюють, як ставиться до питання мігрантів. І, в принципі, давно вже відомо Москві, що з кризи мігрантської 2015 року, що різне ставлення до питання мігрантів у старих членів Євросоюзу, у нових членів Євросоюзу. Ми бачимо, що міністр французький критикує вже Польщу за там недостатньо чемне поводження з мігрантами, за жорстке до них ставлення, як він висловився, проти Франції будівництва паркану на кордоні з Францією. Тобто
це такі протиріччя перші вносить. Оцей дзвінок Меркель, швидше за все, не погоджений з Варшавою. До Москви також вносить і недовіру, і таке як підозри про те, що питання вирішується і про інтереси країн нових членів Євросоюзу через їх голову напряму з Москвою. Це і внесення напругу всередині країн Євросоюзу, в тій же Польщі, де різні політичні сили теж по-різному оцінюють, і там правозахисники починають критикувати польський уряд за жорстке ставлення по відношенню до мігрантів. І от такі зростання популярності з одночас і правих радикалів, які проти мігрантів, і водночас налаштовування проти консервативних політиків, лібералів. Тобто тут Москва грає одночасно в цілу низку таких досягає цілей. Ну і плюс дискредитація, спроба тих же поляків, тих же литовців, звинувачуючи їх у жорсткому ставленні до мігрантів і таким чином, якби намагаючись пояснити, що ставлення жорстке до своїх громадян в Росії і Білорусі не є чимось таким, що виходить за рамки норми. От дивіться, мовляв, теж жорстко до людей ставляться і поляки, і литовці. Да, а скажите, а есть ли вообще тогда в таком случае варианты урегулирования ситуации с минимальными последствиями? Потому что вот с ваших слов у меня складывается такое впечатление, что Литва и Польша находятся сейчас в таком неком цугцванге, когда с одной стороны государственное насилие над мигрантами будет крайне негативно оценено рядом европейских стран, западных партнеров Польши, но с другой стороны отсутствие сдерживания мигрантов гарантирует некий политический кризис на территории Европейского Союза. Как в данном случае будет действовать Польша? Так, ситуація для Польщі справді дуже непроста. З одного боку, вони вимушені стримувати мігрантів і критикують за жорсткі. З іншого боку, коли мігранти проникали через територію Польщі в Німеччину, деякі німецькі політики ставили питання про посилення контролю на німецько-польському кордоні. Тобто, з одного боку, пропускатимеш мігрантів, отримаєш закриття кордону фактично між Німеччиною і Польщею, не пропускатимеш, будуть критикувати за жорсткість. Тобто, скажімо так, позитивного виходу для Польщі тут немає. Це, в принципі, одна із складностей таких штучно створених криз. Ну, все ж таки, ми бачили заяви там майбутнього, швидше за все, прем'єр-міністра Німеччини, який підтримує позицію Польщі, заявляє про те, що Польщі потрібно допомагати. Будемо сподіватися, що все-таки більшість Європейського Союзу зрозуміє і Польщу, і Литву, і от так, як заявляв Олаф Шольц про те, що потрібно допомогти полякам захистити їх кордони. Я сподіваюся, що це буде домінуюча позиція все ж таки в Євросоюзі, і що отримують вони поляки і литовці підтримку від своїх партнерів ЄС і в НАТО достатньо для того, щоб врегулювати цю кризу. Как вы думаете, в случае, если Польша выстоит, может ли Александр Лукашенко развернуть мигрантов к границам Украины? Думаю, що дуже велика вірогідність такого розвитку подій, оскільки залишати мігрантів, там їх 1015 зараз за різними оцінками в Білорусі. В самій Білорусі залишати їх, звичайно ж, ніхто не буде, тому що це і економічні, і соціальні втрати буде нести Білорусь. В Євросоюзі їх в такій кількості не приймуть. Відправити їх назад на батьківщину – це, знову ж таки, величезні фінансові затрати. В Росії ж їх передавати не будуть, відповідно, і спрямувати можуть на український кордон. Більше вже пару тижнів тому на рупорах Мінська офіційного такі так звані експерти вже говорили про те, що мігранти можуть піти в сторону України. До цього чомусь називалися афганські мігранти, тобто, очевидно, очікувалося якесь поповнення мігрантів з Афганістана. Швидше за все, через Афганістан на шлях в Білорусі лежить це через Росію. Тобто, таке провокування кризи і в Україні цілком може бути. І знову ж таки, якщо дивитися в широкій стратегії Росії по відношенню до України, то ми бачимо і енергетичну кризу, що Росія намагається спровокувати в Україні, блокують поставки вугілля з Казахстана, зменшили суттєво транзит газу через Україну, наростили війська на українському кордоні. Якщо до цього додати там в холодну зиму ще мігрантів на українському кордоні, і, скажімо так, не настільки великий ресурс, навіть як у Польщі Україна має, щоб їх стримати, при цьому має значно довший кордон з Білорусі, ніж Польща, то, звичайно ж, для України це може стати суттєвою проблемою. И как вы думаете, как далеко и Лукашенко, и Путин могут зайти с этим шантажом, с этим миграционным кризисом, создавая его, и не может ли это все спровоцировать прямую конфронтацию между Европейским Союзом и Россией?
Думаю, що прямої конфронтації не буде, оскільки Євросоюз намагається уникати прямої конфронтації з Росією. Принаймні, так, стара Європа, те, що називається Німеччина, Франція, будуть намагатися з Росією домовитись. Думаю, вони зараз вже це роблять. Ну, криза буде швидше за все вирішена в двох випадках. Або якщо країни Старої Європи підуть на ті компроміси, які хоче Росія, якісь принаймні частину цих компромісів, і тоді Росія принаймні зможе дати команду Лукашенка згорнути цю міграційну кризу. Або ж якщо будуть... Главное, чтобы эти компромиссы не были за счет Украины, за счет интересов Украины, как часто Россия пытается Будемо выторговать. дуже на це сподіватися, да. Хоча гарантувати нам цього ніхто не може, але все ж таки Україні буде вже зараз потрібно дипломатично працювати з тими ж країнами Європи, щоб того не було, і брати участь у цих всіх процесах. Ми зараз поки що принаймні бачимо активність нашого МЗС в контакті постійному з Польщею, з Литвою і, в принципі, з іншими країнами Європейського Союзу. Тому, якщо ми в постійному контакті будемо, є у нас шанс не допустити, щоб це було за наш рахунок. Ну, або ж другий сценарій, який більш позитивний для Європи, це якщо нарешті питання буде відкрито визнано, що потрібно вирішувати комплексно і не лише там щодо Мінська запроваджувати такі заходи, а комплексні заходи запроваджувати щодо того, хто відповідає, по суті, зараз за дії Мінська, це Кремль і Путін. Якщо такий тиск буде, то я думаю, що тоді доведеться потім також відступати, ну, з якимись там заходами, які, як кажуть, допоможуть зберегти обличчя, але на попятному йти доведеться, тому що там в тому ж економічному сенсі протиставити Євросоюзу зараз Росії особливо нічого. Дякую вам дуже, пане Максиме. Чоусаглно, что нашли время и подключились к нам в эфир. Максим Хелько, директор програми «Російські та білоруські студії Ради зовнішньої політики «Українська призма», був з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, в последние годы украинцы привыкли ждать нападения со стороны востока Украины или с оккупированного Крыма, но вот из Белоруссии в эти годы какой-то опасности ждать не приходилось, да и сам Александр Лукашенко говорил о том, что в Украину он приедет не на танках, а на тракторах, намекая на то, что никто на нас нападать с ее стороны не собирается. Сейчас все изменилось. Да, к сожалению, и все изменилось год назад, когда Александр Лукашенко фактически захватил власть в Беларуси, потому что до этого момента, давайте вспомним, он пытался балансировать, он не давал разрешения российским войскам постоянно базироваться в Беларуси, он не дал санкций на то, чтобы российские самолеты в Беларуси базировались. Сейчас мы видим, что фактически Александр Лукашенко стал таким прокси-президентом Кремля, то есть он выполняет решения, выполняет задачи, которые ему ставит Кремль, потому что очевидно, что вот этот миграционный кризис, который идет, он достаточно надолго испортит отношения Белоруссии с поляками и с Европейским Союзом. И таким образом Украине, скажем так, год назад надо было понять, что ситуация изменилась, и про это говорили неоднократно, что после того, как Александр Лукашенко захватил власть, украинско-российская граница, она фактически продлилась на 1000 километров как раз за счет украинско-белорусской границы. И вопрос энергетики. Буквально 5 минут до завершения нашего эфира. Вопрос Северного потока-2, который мы с вами упоминали. Сегодня действительно сертификацию газопровода «Северный поток-2» приостанавливают. Такое решение приняла Германия. В заявлении говорится, что оператор Nord Stream 2 должен иметь соответствующую законам ФРГ организационную форму. Федеральное сетевое агентство Германии возобновит сертификацию газопровода при одном условии. Речь идет о необходимости преобразования юридической фирмы компании Nord Stream 2 AG в соответствии с немецким законодательством. И вот что говорится в их цитате. Коли ці вимоги будуть виконані, регулятор зможе відновити свою експертизу у 4-місячний період, встановлений законом, підготувати проект рішення і передати його в Європейську комісію для висновку, як передбачено законодавством ЄС про внутрішній ринок. Украина будет терять примерно 1,5% ВВП и 2 миллиарда долларов в год после запуска российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил глава НАК «Нафтогаз» Украины Юрий Витренко. Давайте его послушаем.
Україна втрачатиме близько 2 мільярдів доларів на рік, якщо Північний потік-2 запустять, що еквівалентно приблизно 1,5% ВВП країни. Ми також очікуємо, що Конгрес США накладе санкції на оператора, тому що більш-менш зрозуміло, що Росія використовує газ як зброю, і що вона не грає за правилами, і що Nord Stream 2 фактично ставить під загрозу весь континент та глобальну безпеку. Сегодня буквально сразу после того, как Германия сообщила о том, что приостанавливает сертификацию Северного потока-2, цены на газ на европейском континенте взлетели. За 1000 кубометров цена выросла выше $1000, если не ошибаюсь, снова. Кто выиграет в этой ситуации? Дело в том, что такой энергетический шантаж, он не может продолжаться бесконечно, и очевидно, что диверсификация, если Европейский Союз ее будет производить, закончится тем, что Россия потеряет часть рынка, потому что есть альтернатива, это и норвежский газ, есть альтернатива и газ с Персидского залива, и альтернатива американский газ, потому что... Жиженый. Да, жиженый. И поэтому, скажем так, европейский рынок можно насытить, но очевидно, что сейчас Россия будет до конца играть вот эту игру. Тем более, знаете, тут достаточно интересный момент, что неоднократно, когда говорилось про запуск Северного потока-2, предостережения выдвигались со стороны Германии, что как только мы увидим, что это используется как энергетическое оружие, оно уже используется. Так это было соглашение между Соединенными Штатами Америки и Германией, да. Что в случае... Это был меморандум, скажем так. Это меморандум, это, скажем так, определенные совместные декларации. Так что мы не можем апеллировать к этой декларации? Ну, мы можем апеллировать так, как к Будапештскому меморандуму, но на самом деле никаких юридических составляющих, которые бы императивно заставляли выполнять вот эти решения, нет. И поэтому тут скорее такие апелляции морального характера. Ну, тем не менее, на прошлой неделе республиканцы-конгрессмены призвали Джозефа Байдена ввести санкции против Северного потока-2, а именно ввести поправки в оборонный бюджет США в вопросе введения новых санкций. Какова вероятность? Насколько я понимаю, в НАК «Нафтогаз» Украины также рассчитывают на санкции со стороны западных партнеров. Ну, это одна из стратегий, да. Даже можно сказать. Собственно говоря, тут есть момент. С одной стороны, действительно, в американском конгрессе этого требует. Вопрос в позиции Джо Байдена, который, налаживая отношения с европейскими партнерами, фактически пошел на попятную по Северному потоку. Но тут момент того, что динамически меняется ситуация, вот обострение на границе с Украиной, миграционный кризис, вот использование, это может подтолкнуть того же Джо Байдена поменять позицию. Будем надеяться, что это произойдет. Но, тем не менее, в случае, если запускается Северный поток-2, если Россия добивается этим шантажом, чтобы на Северный поток-2 не распространялись нормы третьего энергопакета, что ждет Украину? Ну, Украину, конечно, это Россия сделает все, чтобы превратить украинскую трубу в металлолом. Единственное, знаете, вот когда мы говорим про роль Германии, роль Запада в запуске Северного потока, мы упускаем одну вещь. Дело в том, что Украина своими руками отдала прямую возможность влиять на строительство Северного потока в 2019 году. Осенью. Значит, история какая? Россия подала против Украины в арбитраж на порядка 60-70 миллиардов долларов. Да. Украина выиграла его в декабре 2017 года, а в феврале 2018 года она выиграла свой иск на порядка 4 миллиардов долларов, из которых долг России составлял 2,5 миллиарда долларов. Россия отказалась его платить. И после этого, когда произошли определенные правовые проволочки, Украина с мая 2018 по июль 2018 года фактически несколькими судебными решениями арестовала акции Северного потока-2 и Северного потока. После этого строительство Северного потока-2 прекратилось на уровне порядка 40%.
когда Владимир Зеленский стал президентом, вспомните, он взял $3 миллиарда у России и отказался от иска на $12 миллиардов по требованию России. После этого фактически все препоны для того, чтобы быстро строить Северный поток, риски были сняты для инвесторов, потому что аресты уже не грозили, тем более вот иск на $12 миллиардов, он чем был чреват? Что Украина могла фактически забрать трубу себе, в конце концов, через судебные решения. И после этого в 2020 году, скажем так, пал последний бастион. Украина достаточно долго работала с Данией, но на определенном моменте все это застопорилось, и Дания дала разрешение на строительство Северного потока-2 в 2020 году. То есть фактически был момент, когда у Украины в руках были козыри для того, чтобы прямым образом влиять на тормозить строительство. После того, как Северный поток был практически достроен, Украина опять проснулась. Мы начали апеллировать к нашим западным союзникам, но, к сожалению, это уже были технические моменты. И сейчас действительно надежда на то, что все-таки Европейский Союз проявит, скажем так, не столько Европейский Союз, сколько немецкое правосудие и немецкое правительство проявит принципиальность по поводу третьего энергопакета, потому что в свое время, опять же, благодаря работе Украины, по-моему, это было тоже в 2018 году, Европейская комиссия и Европейский парламент приняли решение о том, что вот как раз вот Северный поток-2, он должен подпадать под действие третьего энергопакета. Поэтому не все так просто, скажем так, с точки зрения России, вытащить трубу из-под действия. Тут нужно решение Европейского Союза, а это уже будет скандалом, как по мне. Поэтому для Украины хорошо, пока этот проект тормозится, потому что очевидно, что потом будет новая коалиция, там будут зеленые. Если повезет, они, например, займут должность министра иностранных дел. Они достаточно критично настроены к России и достаточно хорошо к Украине. И, может быть, удастся, как минимум, понизить возможности Северного потока и сохранить украинскую ГТС. Кстати, я еще не сказал одну вещь, что в 2018 году «Нефтегаз» начал консультации с западными партнерами про создание консорциума на базе украинской трубы. После того, как был произведен анбандлинг, фактически все препоны были сняты. Но вопрос так и не получил развития. А представьте, если бы в 2019 году Украина создала консорциум, куда бы вошли французская, немецкая и американская компании. За то, чтобы полностью наполнить украинскую трубу, боролись бы не мы. Боролись бы эти страны. Да, но, к сожалению, реальность не любит сослагательного наклонення. Дуже дякуємо вам, пане Олександре. Чухсагл, у нас Олександр Лонов, политолог, был с нами в этой студии. А я с вами не прощаюсь, мы прерываемся буквально на 5 минут. После вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском. Коршкенджа.